Юбилей у национального легендарного балета «Ягморт». Его премьера состоялась 60 лет назад на сцене Республиканского музыкально-драматического театра. А уже год спустя постановку показывали в Москве в Кремлевском театре и по центральному телевидению. Для того, чтобы попасть на «Ягморт», выстраивались километровые очереди у храмов Мельпомена. Пятая редакция балета собирает аншлаги и сегодня. Как создавали произведения искусства, расскажет Наталья Юрина. Слова «легенда балет» из театральной программки спустя десятилетия кажутся пророческими. «Ягморт» – визитная карточка Республиканского театра оперы и балета. 60 лет назад все начиналось с простой идеи – сделать национальный балет. Яков Перепелица написал яркую, образно-выразительную музыку. С первой ноты в партитуре началась новая веха в развитии музыкально-театрального искусства Коми. Не было своих балетов. Хотя на самом деле исторически «Ягморт» уже был написан другим композитором, Кондратьевым. Он не имел никакого, потому что человек был как бы пришлый, а этот человек вырос из этого фольклора. Над оживлением сказки помимо Якова Перепелицы трудились балетмейстер Григорий Ваховский и автор либретто Геннадий Тренев. Для балета набрали танцующих 16 человек. В самой же постановке задействовали всю труппу. В драмтеатре ведь все было, в старом, не ремонтированном еще, сцена маленькая, было все заполнено до крошечки. Мы собрали всех, кто только мог, всех. И все было хорошо. «Ягморт» начали ставить в конце мая. Ольга Гаханчук, исполнявшая партию Райды, сегодня работает в Москве. Педагогом-репетитором в труппе «Русский балет». За годы работы на сцене балерины были десятки партий, но первую Райду помнит до сих пор. Репетиции проходили на втором этаже магазина, ныне в здании Маршаковки. Тогда коллектив сам приспособил помещение под занятия. Артисты расстелили полы, установили станки. Над процессом трудились днями и ночами. 18 августа 1961 года состоялась премьера. Третий звонок, конечно, дрожали все. Но дрожали как-то по-особенному дрожали. Вот не как перед обычно вот спектаклями-то. Но я еще не такая опытная была, только начинала свою деятельность, но все равно очень уж хотелось. Ошеломительный успех пришел сразу на премьере. После артисты отрабатывали по 3 сеанса. За пару месяцев «Ягморт» показали 100 раз. Успех закрепили в Москве в 62-м. Тогда национальный балет показали в Кремлевском театре и по центральному телевидению. После артисты отправились на гастроли. Коми-спектакль воспринимали на Браво и в столице, и в Санкт-Петербурге, в Кирове и Ижевске. За 6 десятилетий «Ягморт» обновился 5-кратно. Последняя редакция увидела свет в этом году, к столетию Коми. В следующем году исполнится 95 лет со дня рождения Якова Перепелицы. К знаменательным датам наш телеканал готовит документальный фильм, посвященный брендовому балету республики. Пока в процессе. Собираем материал, общаемся с артистами, ищем первых зрителей, работаем с фондами музеев и архива. Совсем недавно мы работали в фондах Национального музея и раскопали таки там маску Пешгага. Кто такой Пешгаг? Ящерица, лесная нечисть. И поскольку маска делалась из поролона, конечно, она уже в таком неприглядном состоянии, но все-таки мы можем представить, как эти пешгаги выбегали на сцену, и как нам рассказывала одна из балерин, эти маски прямо царапали кожу, и они выходили все исцарапанные после спектакля, но все равно вот этот первый «Ягморт» делался с таким воодушевлением. Воодушевление, талант, горящие глаза и полная самоотдача сделали балет «Ягморт» культурным достоянием республики, над популярностью которого время не властно. Доказательство тому – постоянные аншлаги и громкие овации спустя 60 лет. Наталья Юрина, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган».